Всем привет, с вами Фабрицио. Под одним из предыдущих постов в сообществе я выкладывал опрос на следующего персонажа в досье. Победила Луиза Нэш. Что ж, шестая часть досье посвящена ей. Не буду затягивать, начну видео. Досье. Имя – Луиза Нэш. Прототип – Нэш Амассадор 1950 года. Работа – ранее гонщик. Цвет кузова – кожано-розовый. Цвет глаз – бирюзовый. Луиза Нэш – гонщица 50-х годов. Она очень упорна и упряма. Не зря она ради гонки украли номер у другого гонщика. В дебютной гонке Дока Хадсона она сделала целых 3 победы. Также, она является первой гонщицей ей в Кубке Поршня. Ее лучшие друзья – это Джуниор Мун, Ривер Скотт, Смоки и Док Хадсон. Теперь я расскажу о ее гоночных временах. Эти истории появлялись в комиксах журналов «Тачки». Однажды гонщик под номером 9 наговорил всяких гадостей про Луизу. Сначала он высказал свое мнение другим гонщикам, якобы женщинам нет места в спорте. Сказал, что с таким моторчиком на пригорок не заберется. Даже высказался про ее колеса. Тут уже Луиза не выдержала. Сказав ему, чтобы он перестал чесать языком, она предложила ему обогнать ее. Девятка насмехнулся над ней. Луиза же высказала правило. А именно, кто победит, тот и окажется прав. Гонщик сказал, что ему хватит одного заезда, чтобы поставить Луизу на место. Гонка началась. Вначале девятка сразу заявила, что Луиза сама напросилась. Как вдруг на пути гонщиков оказалась густая грязь. Луиза предупредила об этом девятку. Дегенерат же этот не послушал словам Луизы и продолжил ехать. Как и следовало ожидать, он поскользнулся и врезался со всей силы в бортик. А вот Луиза прошла эту грязь. Также она высказала такую фразу: «Да, в чем-то ты был прав. Ты поставил меня на место, на первое место». С тех пор все гонщики уважали Луизу, а того гонщика увез тягач. Следующая история была связана с тренировкой Круз. Новичок Динока тренировал ехать на 2 колесах. Круз ужасно трудно давалась эта затея. Луиза ответила, что может быть полезно. Круз же в это не верила, ведь это большой недостаток для скорости. Луиза же повела Круз к Свиттию. Приехав к ней, она начала рассказ. Дело было в одной из первых гонок. Луиза Нэш вышла в лидеры, как вдруг у нее лопнула шина. Приехав на пит-стоп к Свиттии, оказалось, что подходящих по размеру шин нет. Но погрузчика кое-что придумала. Она поставила эти шины Луизе, но она их надула больше обычного. Но они теперь не слетал. Луиза продолжила гонку. Ей было очень неудобно. Луиза решила перевести весь вес на ту, широкую шину. Но это оказалось неверным решением, ведь эта шина лопнула. Но просто так Луиза не сдалась. Она, маневром, на 2 шинах смогла финишировать первой. На этом истории о Луизе Нэш заканчиваются. Теперь я расскажу про ее появление в «Тачках 3». В первый раз она появлялась во время просмотра аварии Дока. Позже она была в баре, в Томасвилле. Также была на тренировках Молнии и Круз. Позднее ее появление было на гонке Флорида 500. Теперь я расскажу про ее прототип. Прототип Луизы Нэш – это Нэш Амассадор 1950. Нэш продолжала использовать имя Амассадор на своих топ-моделях 1949 года. Отдельная рама шасси модели 1941-1948 Амассадор был прекращен в пользу конструкции анибоди для моделей 1949 года. Дизайн, который компания представила на массовый рынок в 1941 году с автомобилями серии 600. Серия Амбассадор по-прежнему имела колесную базу 121 дюйм, 3073 мм, и автопроизводитель заявил, что новая конструкция шасси включает 8000 сварных швов, что делает его в 1,5–2,5 раза более жестким, чем у обычных автомобилей. Теперь я расскажу самое интересное о Луизе Нэш. Первая вместе Мисти Мотокросс и Круз Рамирес. Луиза единственная женщина в Кубке Поршня. Второе. Луиза Нэш является игровым персонажем в игре Cars Driven to Win. Третье. В русской версии Луизу озвучивает Ирина Гришина. В английской версии – Марго Мартингейл. Четвертое. Вот все появления Луизы от Mattel.